Как вы относитесь к инициативе увеличить количество изучения, количество часов изучения гагаузского языка в детских садах? Предлагают 3 дня изучать гагаузский язык, день молдавский, день русский. Вы как считаете? Я против этого. У меня вот подрастает сынок, ему через 1,5 года в детский сад. Против по одной простой причине. У нас семья считается дети молдаване, да, по отцовской линии, я болгарка. То есть наша семья никак не касается гагаузского языка, то есть мы его сами не знаем. И я прекрасно понимаю, что и детям будет это тоже сложно, изучение. Так, беги. Поэтому для нашей семьи, я считаю, что это не нужно. Плюс, если брать в целом Гагаузию, здесь проживают люди, то есть тоже других национальностей, и нужно учитывать и их тоже пожелания, их возможности изучения других языков, то есть принимать такие решения сразу, что вот должно быть так и так, я считаю, что не стоит. Я с этим не согласна. Пусть все уроки будут русские, молдавские, гагаузские, одинаковые часы, потому что, как мы живем в Молдове, у нас многонациональный язык. У меня, например, невеста болгарка, у меня зять молдаванин. Мы дома разговариваем на русском. И пусть все гагаузские тоже не ущемляют, потому что наш родной, но пусть все языки будут одинаковы. Мы должны учить. Я лично жалею, что в свое время молдавский не учила. Мы же в Молдавии живем. Гагаузский нам преподавали. Мы сейчас не умеем гагаузский преподавать. Вот дают стихотворение. Я гагаузка, но я читать эти слова не могу. Я вам честно говорю. Но надо, чтобы все уроки преподавали одинаково. Я отношусь положительно, потому что родной язык нужно изучать дополнительно, но это не означает, что молдавский не нужно изучать, да, или же, допустим, другие языки. Конечно, родители должны в первую очередь сами дома общаться с детьми на гагаузском, но не у всех родителей это получается, есть возможность, поэтому я думаю, что это очень хорошо даже. Скажите, вы сами дома с ребенком на каком языке говорите? Мы говорим сейчас пока на русском вперемешку с гагаузским, потому что он совсем маленький, он только просто начал осваивать русский язык, но как только он будет в этом уверен, то есть мы, родители оба гагауза, поэтому мы обязательно перейдем на гагаузский и будем стараться, чтобы он говорил на гагаузском. Гагаузский все дети не могут изучить гагаузский язык, понимаете? Но здесь наша Гагаузия многонациональная, да. Здесь есть и все живут, и украинцы, и молдаваны, и русские, и все. Лучше, чтобы они изучали побольше русский, гагаузский, молдавский. Чтобы мы живем в Молдавии, чтобы мы знали все молдавские. Хотя мы уже не знаем, я уже бабушка не знаю молдавский язык. Я бы хотела, чтобы дети наши знали молдавский, русский, все вместе. Тут, как все на русском говорят, я думаю, что не очень необходимо так, чтобы... Конечно, как гагаузы должны знать, в общении дома, но так как многонациональная страна, я думаю, что русский, молдавский язык это основные, а уже тут же тоже 3 языка же принято. Я думаю, что кто хочет изучить, пусть изучает. Кто хочет, кто желает. Надо в садиках, в школах изучать все языки. А это хорошо для всех. Правильно, конечно, надо учить гагаузский. Мы сейчас где живем? В Гагаузии. Дети тоже должны знать свой язык, свою культуру, историю даже свою. Так что гагаузский тоже должен наравне со всеми быть. Я считаю, что это очень хорошая идея, так как мы живем в Гагаузии, а наши дети выросли с бабушками, с дедушками. И вот нужно продолжать, чтобы они общались на своем родном языке, потому что я, например, общаюсь со своими детьми на русском. А сейчас в школе у нас немножко, вы знаете, оценки немножко по гагаузскому ниже, чем другие. Это говорит о том, что мы не говорим на нашем родном языке. А наши бабушки и дедушки уже старенькие, и мы должны сами что-то делать, чтобы наши дети знали гагаузский язык.